утро. Мы замечательно. Хватит орать. Мы отлично переночевали в отеле Берлога. Отель, по всей видимости, новенький. У него даже отзывов-то всего 5 там в 2GIS. Но отель прям классный. Спать было комфортно. Единственное, что там установлена система теплый пол, по всей видимости, потому что нет возможности сюда провести отопление, так как все-таки находится на трассе. Поэтому жарко, нет окон. Окон нет, скорее всего, из-за того, что они бы выходили на трассу и было бы очень шумно. Но через стены, конечно, слышно, когда машины проезжают, особенно вот сейчас утром началось вжих. Но не критично, да? Мне вообще не мешало. Я вообще ничего не слышу. Антон вообще просто лег, бедный, и вырубился. Ну, конечно, столько времени ехать. Я-то тут еще подремала чутка. Вчера, по-моему, раза по 3, да? Или по... Ну да, чем больше дальше в центр, тем больше загруженная трасса получается. И фурами, и маленькими машинками, вот этими нырками, как я их называю, обгонят и ныряют перед тобой, что тебе тормозить приходится. Поэтому, когда выезжаешь пораньше, часа 2-3 ты едешь просто с кайфом. А потом начинается нецензурная брань 18+. Я буду держаться. Сегодня мы едем до Новосибирска. 710 километров. 710 километров. Что так мало? Потому что мы много от Красноярска проехали. Ну, в Красноярск сам не заворачивали, но, грубо говоря, сотка списалась. Вот. Едем до Новосибирска, там ночуем. В сам Новосибирск нам, в принципе, тоже в этот раз не надо. Мы на обратном пути едем в Новосибирск. Зачем? На всякий случай. Поэтому тоже можно где-нибудь также на трассе переночевать, да? Смысл туда заруливать. Мы тогда в том отеле были, как он там, Миротель, по-моему, назывался, в Новосибирске. Классный, нам понравился. Когда мы в нем остановились из-за теплого гаража, потому что мы зимой ехали. Вот. Но это же туда прямо в центр куда-то. Это в самом центре, да. Левый берег или как они. Поэтому не очень хочется туда заруливать. Поэтому едем, будем показывать все, что видим интересного. Тут уже поинтереснее. Тут каждый раз какие-то деревушки, какие-то населенные пункты появляются чаще. Поэтому мы все подряд не снимаем, потому что оно, наверное, задалбывает. Единственное, что я вчера, когда уже в душе мылась, я вспомнила, что я не допела ту песню про котенка с паровозом. Это был еще не конец, что ли? Нет, там еще был один куплет. Ну подожди, сейчас. Как увидим паровоз, я допою. В Кемерово сначала переезды спей. будут. Так что, короче говоря, вот так вот. Я допою. Я такое чувство, что ты ее сочиняла, блин, Нет, после для баночки тебя... пива. Для тебя это тоже будет сюрприз. Не баночки, а бутылочки. Блин, жарко, у меня аж очки запотели. Короче, я хочу снять эту толстовку. Я не знаю, зачем я ее напялила. На улице +3. +3, да? Ну вот, мы едем. Мы проезжаем город Ачинск. Куда-то налево. Там была дорога прямо. По объездной дороге, по всей видимости. С той стороны остается. Когда отъехали сегодня от Берлоги, обнаружили, что, оказывается, время перевелось на час назад еще. Так,
Через Якутском 1,5 разница. километра поверните направо. С Якутском разница 2 часа. Стало у нас. На телефонах-то было это время, по всей видимости, в самом Красноярске где-то на какой-то границе перевелось, а на часах Bluetooth не был включен, часы не перевелись. Поэтому мы обнаружили только утром. Вот. Что я еще хотела? Я еще что-то хотела рассказать. Что-то забыла. Это за здание, завод какой-то большой. Сейчас посмотрим, может написано. Стройматериал. В Ачинске, я так понимаю, очень много заводов. Ничего не написано, что это за завод. 213. 213 километров мы проехали от гостиницы. И какое-то тут небо темное стало. Снег будет Ощущение, вряд ли что- тоже, потому что плюс 4 градуса. Не знаю, такой ветер дует, холодный, ледяной на улице. Ваш машину опять сносит. Впечатление, что будет снег, а не дождь. Ну, может, мокрый снег. Почему-то как-то кажется. Ищем, где покушать. В основном все кафешки с 9 часов открываются. То у них пересменки, то еще не открылись. Если мы сейчас не поедим, То мы не поедем. то я помру голодная. Ну нет, у нас есть там что поесть, но я просто думаю, сейчас я заточу это яблоко. А тут бах и кафешка, а я уже не захочу есть. Поэтому мне нормально надо позавтракать по-человечески. А потом уже можно и яблоко где-нибудь в дороге закусить. Прямо снег будет, прям по тучам видно, что снег будет. Вот уже наконец-то мы увидели первую зелененькую травку на полях среди снега. Вместе или ваше положение. Это в Красноярском крае. Значит, все-таки мы правильно едем в тепло. Хотя, Все-таки закрали сомнения. да, ну что-то как-то закрались, почему-то холодно очень. И хоть и плюсовая температура, прям ветер леденющий. Дождик пошел. Первый дождик мы поймали в этом году. Да, первый дождик. До этого снег все время был. Да, первый дождик мы поймали в Якутске еще. В конце марта? Да. Точно. Было дело. Второй дождик. В конце марта был дождик в Якутске. Причем такой конкретный дождик. Что удивительно для наших мест. Местами дождь со снегом. Тучки, видимо, ходят, гуляют. Просто по прогнозу сегодня утром посмотрела, что в Красноярске где-то к обеду снег ожидается. Вот, видимо, он туда дует, в Красноярск, этот снег. Но я смотрел свой прогноз погоды, у меня не было ни дождя, ни снега. Слушай, ну в Ангарске мы когда были, тоже у нас ни у кого не было ни дождя, ни снега. Завалило снегом так, что мы Возвращаемся. Я не понимаю девушек, которым нравится, когда их унижают. как-то странно погоду показывает, обманывает нас все время. Ну тут прямо видно тучи тяжелые, снеговые. О, река Тяжин, тучи тяжелые.
Там по одним Так же, дорогам. как мы вчера в гостинице были. Тоже кафе-гостиница. Через 100 метров поверните направо. Это уже медведь. Неказистенькая. Ну, медведь, если, конечно, берлога. Если берлога, обязательно медведь должен быть. Теплый туалет. Все, идем смотрим. Комплексный обед 172 рубля написано. Мясо с картошкой, жарененькой на гриле. Аж шкварчит, как вкусненько. Вот такой снегопад нас настиг. Причем это все идет оттуда, с центральной России, а не отсюда. Сейчас в кафешке в новостях. Что ты там в новостях-то увидел? Набережную Челны снегом завалило, Татарстан снегом завалило. Что ты еще сказал? Челябинск? А, Челябинск, да. Ну вот, видимо, оттуда весь этот снег и идет. Короче, задолбал этот снег. Едем такие мы, едем в лето. Даже травку уже зелененькую увидели. А тут на тебе, по самой глубинце. Неприятненько, короче. Надо не замерзать. Колеса же хотели посмотреть. Что не посмотрела? Потому что снег шел Какой ты штурман-то? хороший. Хороший. Штурман что, колеса смотрит, что ли? Штурман балаболит всю дорогу и все. Так у тебя теперь есть с кем балаболить его? Сижу себе в одну каску, блин. Ой, что ты врешь-то, блин? Ну, как? Когда интернета нет, Сидишь, смотришь всякую фигню, блин. какую фигню не смотрю. Ну, вот это. Ну, болтает, да Смотришь и болтает. слушаешь. Ну, а я что, должна вместе с ними болтать? Ты когда начинаешь болтать, я паузу ставлю. Меня уже тошнит от них. Вот и постарались. Внимание, акция Всё веселее. получит 300 рублей в подарок. Там вообще просвета не видно даже. Еще ветер такой прям сногсшибательный. Ладно, едем дальше. Камера вообще не передает, да? В камеру не видно, ни тумана не видно, ничего. Вообще, на самом деле просто жесть. Просто жесть. В камере все как будто бы так красивенько. Снежочек такой красивенький. И еще некоторые водители умудряются в такое ехать даже без... Для кого? Не то, что без фар, без габаритов даже. Ругайся. Когда их роняли? Ну, где-то уронили, видимо. Сразу на кафедре на родах. Без акушера. Ужас. Даже песни петь не хочется. Ну как ни крути, в напряжении сидишь. Ну да, и скорость сразу 80, блин. 60, 80. Ветром все обдувает, еще клубами прям такими. В камеру не видно. Неприятненько, неприятно. Но неприятность эту мы переживем, да? Главное, чтобы в Москве не было снега. Тогда нас проклянут все, это мы за собой снег тащим. Фуры все съезжают на стоянке. Потому что в таких условиях страшно ехать. Переговариваются между собой. Из их разговоров мы поняли, что Кемерово пройти до Новосибирска. кто-то вышел из Кемерово в сторону Красноярска. Было супер. Вроде до вечера такая фигня будет, еще усиление будет снега к обеду. Вот что говорят. Усиление к обеду.
ничего не видно. Кошмар. Скользко, Пока еще не так сильно. но все равно скользко. Еще скажи там, что у меня превышение скорости. Да? Где снега поменьше валит, там уже дорога подтаивает, мокрая. Грейдер нам сейчас навстречу попался. Уже немножко поприятнее ехать. Местами град идет, прям стучит так по стеклу. Дождь, снег, град, блин, все захватили. Тайфун, вулкан, блин, Эй, еще осталось. вулкан-то там сзади. Слава богу, мы его не видели. Еще нам вулкана не хватало. Ой. Хорошо, что еще никто ничего не садил, еще холодно, да? Сейчас градец с ветром. Кемерово 104 километра осталось. Я надеюсь, оттуда снег ушел в Красноярск. Машины буксуют, тоже на подъеме, говорят. Нет, вроде бы проехали. Нет, не Том подъем. Большая Златогорка. Мы подъезжаем куда? К Яшкину. Кемерово. К Кемерово подъезжаем. Как подъезжаем? Сейчас 40 километров. Ну, 40 километров все равно подъезжаем. Ну тогда, может, сказать, что мы к Москве подъезжаем. До Москвы еще далеко. Ну, херня осталась. Не ругайся. 18 плюс. О, Не 40, а 72 Кемерово. 40. что-то он от нас убегает, что ли? 20 минут назад было 88 километров. 60 было. А, 80. Что-то не то. У меня по навигатору 40. 44 километра. Ну, у тебя напрямую через лес. А о чем туда через лес не едем? Потому что мы не можем через лес ехать. Снег усилился. Совсем потихоньку едем. Скользко. Вообще ничего не видно. Фокус потерял. Очень жуткий снегопад. Еще хлеще. Вот в камере видно ту машину перед нами идущую, а на самом деле ее не видно. Фуру-то? Да, вот. А в камере видно. Надо через камеру смотреть. Даже идти навстречу к ней. Вот попали, так попали, блин. Да, уже распогоживайся, погодка. Только все фуры поехали. Сейчас опять вставать будут. Вообще перед нами без фар едет. Аварийки Ёб твою включили. мать, ну ты чё, блин? Обратились.
Заебет нахуй. Девушка там сидит, интересно. Ну, поэтому потихоньку Ну ее. извините, простите. Просто девушка-перегонщик, блин, еще и, не знаю, если рядом мужик сидит, я не думаю, что она одна поедет. Нет, она одна вообще сидит. Ну Может, тогда и сзади флаг, спит чё? кто-нибудь, не знаю. Лучше так пусть едет, согласен. Стало бы лучше куда-нибудь на стоянку. Завалила бы ее снегом. Вот это паровоз, блин, тут стоит. Ёлки-барышки. Батя звонил, говорит, по телевизору показываю, говорит, Иркутскую область снегом засыпало. Вчера что-то засыпало. Все засыпало, а в Якутске все растаяло. Плюсовая температура, говорят. Шоссе идет, блин. Добро пожаловать в Республику Саха-Якутия, в столицу северную. Вот такой тут пик происходит. Дорожные работы в час пик ведутся полным ходом. Там аварийка какая-то стоит, что ли. Дорожники чисто бордюр. Бордюр чисто. Моем. Вот опять намерзло все. Это снегопад, блин. Ребята только успевают выбирать. Сейчас только уберут и опять все завалит к чертовой матери. Пейте кофе. Пейте, дети, молоко, будете Будете здоровы. У меня вот стаканчик ла-ла-ла-ла. А у тебя просто с Новым годом. Вкусненько. Вообще такая заправка классная. Аккуратненькая, чистенькая. Всяких вкусняшек там полно продают. Мы подъезжаем к Кемерово. Кажется, подъезжаем. Меньше 30 километров должно остаться. Пулково 612, у нас Как впереди он туда засветочка, попал-то, берем курс господи, вправо, бедный? примерно так 25 градусов. 15. До Новосибирска осталось около 200 километров. Выехали на нормальную дорогу,
прошел. Хотелось бы верить. Что там делают? Где на остановке? Две машины ковыряются. Тут более-менее. Че, блин, прикалываешься, что ли? Все, нету больше. Не знаю. Кстати, вот на заправках Газпром есть такие туалеты чистые, полы постоянно моют, туалетная бумага, салфетки для рук вам, пожалуйста. Не курите. Сумасшедшие какие-то носятся тут. Мы в Новосибирской области. Автобусы новые гонят куда-то и гонят. Красивенькие такие. Но это новые автобусы, КамАЗ, которые. Да? Ага. Тут дорога местами мокрая, местами сухая. Главное, что снега нет. Новобибибиево. Назовут же Новобибибиево. Новобибибиево. Биби. Видно, что тут тоже был снегопад. Все завалено. У нас на машине столько снега и сосуль, что машина даже ехать не хочет. всегда копирование приемлемо. Страшно дело. Опять Антон отколачивает. Этот что, на дровах едет, что ли? Дым там идет. Да вон там какой-то, Да видно или не видно? Колонна тянется и ну мы как на парад едем было на 9 мая, блин, как раз к 9 мая доедем. Такими темпами. на мойку. Сейчас отмечу, какая мойка. Помыть машинку, потому что очень много грязи, много льда налипло. И нужно, чтобы все это дело не замерзло ночью, когда будет холодно. Нужно было все отмыть и отбить. В общем, мы прошли Новосибирск, заехали в кафешку, терраса называется. Она и гостиница, что хотели Да. там остановиться. Хотели в гостинице, забронировали номер, но нам там показалась маленькая кровать, на которой не раскинуться, лежать впритык друг к другу. Нам бы побольше. Вот. Но мы очень вкусно там покушали, восточная кухня. Баранина была шикарная просто. И решили ехать дальше. Так как снега нет, уже вроде как повеселее.
Я дремал просто за рулем. Небо такое красивое. Размазанное. Солнце светит прямо в глаз. Материться же нельзя, да? Значит, скоро будет ночь. Солнце, правда, так еще высоко. Интересно, как быстро оно сядет. Время 8 часов вечера. В общем, сейчас посмотрим. Наверное, больше сегодня ничего снимать не буду. О, психанул, видели? Мужик психанул. Металлолом везет и психует. Так он на металлолом везет. Кстати, в Иркутске, где мы были там в Ангарске, тоже город раритетных машин. Что жулик, что москвичей, что волк. И там, я не знаю, там уже не используют реагенты, да, Свет? Зимой. Но они все гнилые. Но такой машины, как я видел, где в Чите, этого москвича 412, просто реально. Все, едем. Следующая наша остановка в гостинице «Актин». Гостиница, кафе. Сейчас зайдем, покажу номер. Тут стояночка платная, охраняемая. Гостиница, кафешка. Такая. Меню такое обширное. Много. Смотрите, как все аккуратненько, чистенько. Аппетитненько. Молочка есть, кого интересует. Хлебушек. Есть еще, вот даже пиво разливное есть, если кому-то нужно. Кофемашина. И холодильник с пивом. Тут раковины. И вход в отель. Конечно же, номер я, как всегда, забыла снять. Залетели, свое барахло бросили. Номер на 3-м этаже. Сейчас покажу, что смогу. Санузел. Чистенький такой. Сейчас муж мой помоется в душе. Я покажу душ. Холодильник есть. Такой вот номер. Принадлежности все. Зубная щетка. Полотенце. Чистенько. Окна выходят прямо на стоянку. Тут еще одна кровать для детей. Телевизор. Огнетушитель даже есть. Что интересно, душ и туалет в разных комнатах. Такая душевая кабина. Классная, чистая. Мы, правда, тут тоже помылись. Вот так вот на стоянках дальнобойщики еще спят. Время 6. Да, это вороны. Чуть не убилась. Они кушают. Товарищи, не разгоняйте там. Пробка, полная остановка. Бляха, муха, как страшно. Бегом бегают, видимо, только-только. Набережная реки Иртыш. Лед идет по реке.